Хлыбзиақәа акыр иаԥсоу ҳтелехәаԥшцәа. Ирыцаҳҵоит Аԥсны Жәлар Реизарахь алхрақәа ирызку ишиашоу ицо аефирқәа. Уахатәи аефиртә аамҭа рымоуп Аҟәатәи аҩбатәи алхратә ҭыԥ хада. Акандидатцәа. Ари алхратә ҭыԥ хадаҿы иқәгылоуп ҩыџьа акандидатцәа. Урҭ рҩыџьагьы уаха ҳастудиа иаҭоуп. Бзиала шәаабеит. Уажәы иааркьаҿны ҳтелехәаԥшцәа шәыдсырдыруеит. Бганба Роланд Анатолий-иԥа. Занааҭла ҭоурыхҭҵааҩуп. Иара иҳаӡоу КВН алига ечемпионхахьоу акоманда Нарта из Абхазии далахәылоуп. Иахьазы аԥсуа телехәаԥшраҿы азеиԥш ҵарадырреи илахҿыхуи адырраҭарақәа рдирекциа хадас дамоуп. Џьапуа Алмаз Севериан-иԥа. Занааҭла амилаҭтәи адунеитәи реекономикақәа дрыспециалиступ. Иахьазы Жәлар Реизара депутатс дыҟоуп. Аполитикатә партиа Аинар аҟынтәи алхрақәа рахь кандидатс дықәыргылоуп. Акыр иаԥсоу ҳкандидатцәа нас ишыжәдыруа еиԥш ҳдырраҭара алагамҭаҿы шәара ишәымоуп ҩба минуҭк, ишышәҭаху шәхы иашәырхәар шәылшоит, аха раԥхьаӡа иргыланы сшәыҳәоит адепутатра апарламент Жәлар Реизарахь шәызцо убри азҵаара аҭак ҳашәҭарц иҟалозар. Роланд Анатолий-иԥа, шәара шәыла ҳалагап. Хлыбзиақәа, ҳаҭырску аҳабла ҿыц иаланхо ауааԥсыра. Ишәыдызгалоит азыӡырҩра, аҿлымҳара, аус ахацгылара, хырхарҭас измоуц апрограмма. Шәхаҭарнагаразы алхрақәа рҿы адгылара сышәҭар ҳпарламентаҿ асоциациатә ҵаларақәа срыдгылоит. Шәареи сареи ҳаицынхоит Аҟәа мацара акәым, иара Аԥсны иахьынӡанаӡааӡо иреиҳау аҳаблаҿы. Сара алабҿаба избоит шәарҭ уадаҩақәас ишәымоу. Урҭ зегьы иахьа иахымгакәа рыӡбара ахәҭоуп. Ҳаҭырску алхыҩцәа, шәара шәах схы нарханы исҳәоит. Шәхаҵгылара соуп ҳәа агәра шсымоу март жәаҩа рзы. Аԥсны имҩаԥысуа алхрақәа рымш аҽны шәыдгылара саҳәоит. Са сганахьала агәра шәсыргоит еснагь шәааигәа сшыҟазаауа. Шәгәы иҵху азҵаатәқәа ахаҵгылара шасҭо. Уважаемые жители нового района, я вместе с вами живу в новом районе, одного из густонаселенных микрорайонов не только города Сухума, но и Абхазии, как по размеру территории, так и по числу жителей. И мне не понаслышке известны его проблемы, которые необходимо решать безотлагательно сегодня и сейчас. И я обращаюсь к вам за вашей поддержкой на выборах в парламент Республики Абхазия 12 марта 2017 года. В случае моего избрания обязуюсь постоянно поддерживать с вами связь, вести прием и рассматривать ваши обращения и предложения, информировать вас о своей деятельности. Спасибо. Правда, Сарахазир Хенюко, Юнико, Ксамахас, Хатужела, Сперстахон. Хатырцку алхыйца, хатырцку ажлар. Амза жокурза иқаларны иқо, Жәлар Реизарах, алхрако дара, зацақылду ұқтысып, хүнкар разыхан спаскуянагут. Етсепши яхаги, хүнкар снеги фертери тыглуб хаскуянагут, а фертера куиз тыглу рчидар хазги, Хатстара нико проблема козиг тыглу за чичо да здоровье. Убарт крыс зацхравазар брихышк сейқаз хүнкар крыс зацхравазар брихышк сейқаз иналагузена чего приедет хада конпи депутат сықан я хода чакушк сервинет қала иқас чехоях я бранд язгех ускирдс хаскуитоп сугураж гозар вот я фипша захана Ярехи Костуяцера Сгуитоп. Итого, дорогие жители, дорогие сограждане, дорогие жители нового района и вообще, в принципе, жители всей нашей страны. 12 марта нам предстоят выборы в Народное собрание, которое однозначно одно из самых крупных, одно из самых серьезных событий в нашей с вами жизни, потому что 35 депутатов, которые вы выберете в этом месяце, скорее всего, наша жизнь будет во многом зависеть от этих людей на протяжении следующих 5 лет. Я уже однажды был депутатом и последние 3 года своей жизни провел депутатом парламента от Чуловского избирательного округа. И, судя по всему, те важные вопросы, которые касаются нашего государства, которые мною были восприняты достаточно активно, я, скорее всего, собираюсь продолжать свою деятельность в том же ключе, в котором я ее проводил до того. Надеюсь на вашу поддержку. Спасибо большое. И ты Бидудзина, акарепсо кандидат, шабриала Хала Галапхута Хрукшу, Хайсвит, Ихаду Ахтахи.
Шгола сыршут ишьяшуицо эфир шагу, ассоциационный ахтоп яхя акотельбаты алхрак тупха доконпе кандидатша, иходу охтаджи, хара бас алшара шахтут, эйвепшим аззара кухама бабри асаркелаха калачкураджи, убраконпе ялаш хырц наски халачажурц. Из тахыта ялас хвады. Вообще Мария Москдзом. Я помладше. И логиц был хучик нас. Вапхер гилшу. Предпосылки формирования среднего класса Абхазии. Обжарат класса, ашек гулразами класс его халача журакхот, ария тема зныкги хаухет, хафир руакаджи, ачкут швейскола, вы сам жузер, маяк пи реала шарбагат округа конпи. Шгуя ногой. Что касается среднего класса, я бы хотел сказать, на самом деле, с помощью мелкого и среднего бизнеса государство, конечно, начинает пополнять и бюджет страны, и с помощью этого класса государство, в принципе, живет. У нас в Абхазии проблема и с мелким, и средним бизнесом, потому что на самом деле мы понимаем, что не хватает каких-то тех или иных льгот. Потому что люди, которые занимаются бизнесом, особенно в частности мелким, на мой взгляд, нужно им дать какую-то отсрочку. То есть, чтобы человек, если он открыл какой-нибудь ларочек или какое-то маленькое производство, чтобы ему было комфортно работать, чтобы проверяющие службы сразу не приходили с проверками, не доставали человека, чтобы человек спокойно знал, что вот у него есть определенные сроки, где он может работать спокойно и, естественно, и потом пополнять казну нашей страны. То есть, в принципе, законодательно нужно это все нам браться и устанавливать. То есть, упорядочить нужно все. Мы должны понять для себя, что для нашего общества является мелким и средним классом. То есть, это очень наболевшая тема. Насколько вот мы ходим, общаемся, слышим, всегда возникает вопрос, вот мелкий, средний класс, а получается так, что они без внимания. Поэтому я считаю, что вопрос нужно, в принципе, решать и в самое ближайшее время, я думаю, поднимать. Это очень актуальная тема, поэтому, на мой взгляд... Алмаз Северянович, ну вот на ваш взгляд, есть предпосылки увеличения доли среднего класса? На самом деле, если вы обратите внимание, в нашей стране основная часть бизнеса это вот либо мелкая, либо вот что-то ближе к среднему, потому что крупных секторов бизнеса, их активного построения мало, и крупный бизнес, он мало живет. Большая часть населения нашей страны это вот как раз средний бизнес и ИПшники. К сожалению, у нас нет четко выстроенной политики. Политики в отношении, экономическая политика выстраивается в рамках исполнительной власти, а законодательная, скорее всего, только помогает. И если нет вот такой основной линии экономической, то, к сожалению, и там, законодательно тоже это как пальцем в небо приблизительно. Но в целом подходы, я экономист, и поэтому в целом подходы, мне кажется, должны быть именно такие. Во-первых, учитывая малые кредитные возможности в нашей стране, кредитная организация, вы знаете, какими проблемами связаны кредитные способности нашей страны. Поэтому, мне кажется, нужно идти по пути уменьшения нагрузки на ИП, на вот этот средний бизнес, для того, чтобы и уменьшение налоговой нагрузки, в принципе, в первые несколько лет жизни. Это только это позволит вот ИП, уровню ИП подниматься до уровня среднего бизнеса. И в целом, если мы не поднимем этот класс, как вот средний класс, мы, к сожалению, вот, нам не приходится ждать крупных отраслей, которые поднимут государство. Поэтому политика в отношении среднего и мелкого бизнеса должна строиться строго. Государство должно осуществлять крупную протекцию в отношении мелкого и вот среднего бизнеса. А законодательное собрание должно всячески способствовать этому не в том виде, в котором мы недавно, к сожалению, я и на свой счет беру это обвинение. Мы недавно принимали закон об НДС, вы знаете. Я с сутью закона полностью согласен, но, к сожалению, мелкий бизнес мы обложили все, а крупные сектора, в том числе и топливные, мы, к сожалению, их оставили. Там, где мы могли ИПшников оставить под спецналогом, и все остальные виды налогов, их оградить от этих налогов, к сожалению, вышло совершенно наоборот. Это как раз
в связи с отсутствием четко выстроенной политики государства в отношении среднего класса. Как вы вообще относитесь вот к кредитованию, вот, бизнес-проектов? Ну, кстати говоря, вот Алмаз говорил мысль, насколько мне известно по поводу вот НДС, там очень много видов товаров, где как раз-таки освободили от налогообложения, поэтому в этом отношении, конечно, да, все было очень скандально по поводу НДС, раз мы перешли на эту тему, но в принципе во всех нормальных цивилизованных государствах, ну, на ввозимую продукцию 10%, я думаю, и тем более вот там есть категория товаров, да, там и под эти категории товаров там и мелкое там производство, не знаю, там те же обувь, там те же вещи, какие-то виды, насколько мне известно, отсрочили, то есть они не облагаются. Что касается кредитования, я бы сказал следующую мысль. Например, в предыдущие годы я, например, не наблюдал, чтобы мелкий и средний бизнес кредитовали, а сейчас знаю лично людей, которые получили те или иные суммы, там кто-то 1 000 000 рублей, кто-то 2. Единственное, на мой взгляд, вот ознакомился лично с этой программой, что мне, например, непонятно, и вот общаясь с людьми тоже, если, например, человек имеет какой-то бизнес, мелкий, там, средний, то есть ему выдают кредиты без проблем. Если у человека есть хорошая идея, перспективная, то ему очень трудно получить кредит, там, причем вне зависимости от суммы. Например, я бы упростил бы в этом отношении. Понятно, что банк, и Нацбанк, и все банки страхуются, риски велики, но на самом деле получается так, что какие-то хорошие идеи могут просто остаться в стороне, и человек может просто быть не кредитован, и, то есть не займется бизнесом. В этом отношении, если было проще, было бы лучше. Если сравнивать там с 2013 и 2012 годом, в этом отношении кредитование сейчас имеет, можно сказать, небольшой успех. То есть в этом отношении прогресс, что вот кредитуют наших А как вообще физических... обеспечить, на ваш взгляд, прозрачность и доступность получения кредитов? Может, вы начнете? На самом деле, если говорить про кредиты, давайте я начну немножко назад и оттуда приду сюда. Касательно того самого НДС, который принимали. Для экономистов совершенно понятно, что суть закона о налога на добавленную стоимость в том, что любой товар, который появляется на таможенной территории, будь то он произведен или завезен, должен облагаться этим видом налога. Практически во всех странах он существует, и это не оспаривается, нужен такой закон или нет. В принципе, закон об НДС, он уже был 20 лет. Другое дело, что в нем возникли послабления. Тут проблема не с самим законом об НДС, а то, что со стороны законодательного собрания, в данном случае я уже говорю, что какой-то объем ответственности я беру и на себя, как часть законодательного собрания. И со стороны исполнительной власти не возникло ощущение, что в результате реализации этого закона в том виде, в котором он был реализован, пострадала наиболее вот такая малоимущая часть, как раз мелкий и средний класс. В то время, как я повторяюсь, крупные сектора не обложились налогами по тем или иным причинам. Что касается кредитования... Подождите, а вот бензин разве не облагают? Нет, о бензине речь пошла только сейчас, и, к сожалению, мы еще к этому даже не подошли. По-моему, в феврале это. Ну, я же говорю, только сейчас. То есть, посчитайте, и то под градом обстоятельств, под градом... Тем не менее... Но, насколько я знаю, цены на бензин не выросли. Нет, там история в том, что цены на бензин и не могли выросли, потому что они в целом регулируются Кабинетом министров. И они, по сути, сами по себе вырасти не могут. Другой вопрос, что в зимний период времени закупка топлива осуществляется, закупочные цены опускаются и в 5, и по 6, и по 7 рублей опускаются. Но, к сожалению, цены на заправках не уменьшаются. Поэтому это отдельная тема для разговора. Что касается кредитования. Я понимаю, что кредитование банки в целом, они, конечно, должны гарантировать свои риски получения возврата этих кредитов, но тем не менее сложилась уникальная ситуация, где кредитование в принципе было возможно в рамках тех сумм, там 100-200 миллионов, но, к сожалению, основная часть тех людей, которые могла бы и должна была бы получить, они их не получили. Например, сельские жители, где банк должен обеспечиться залогом того кредита, который он должен. А сельские дома, сельское имущество, которое имеется, оно обесценено и практически не принимается в залог. У гражданина, который живет на селе и собирается какой-то реализовать проект, у него нет возможности приобрести, иметь какое-то имущество в городе для того, чтобы получить этот кредит. Фактически кредит могли получить только те люди, которые уже имели какую-то базу, уже имели какое-то имущество в городах и какой-то бизнес.
А все остальные, к сожалению, либо на начальном этапе, либо с недвижимостью вне черты Сухума практически не получили кредиты, поэтому с этой проблемой надо решаться, и без вмешательства, прямого вмешательства государства, я не думаю, что проблема решится. В целом кредиты будут неэффективны, потому что на протяжении 20 лет я уже раз смотрел вот эти количества кредитов, которые были выданы, огромные в разные годы, и сейчас, и вчера, и вы прекрасно знаете, что получают, некоторые получают и по 10, и по 15, и по 20 миллионов кредитов совершенно без проблем, и даже огибая вот эти законные процедуры там, где нужно, а там, где действительно люди занимаются бизнесом, хоть и небольшим, но точно бизнесом, они в силу вот этих бюрократических проволочек и в силу вот этих тонкости коммерческого процесса не могут получить их. Понятно. А вот насчет эффективности, Роланд Адольевич, как вы думаете, вот, может ли вот на самом деле вот это кредитование способствовать вот развитию так называемого вот сектора, реального сектора экономики, на ваш взгляд? Ну, я вот, кстати, хотел вот продолжить мысль, вот Алмаз говорил про сельское хозяйство, про село, да, вот про наших людей, которые занимаются сельским хозяйством и не имеют доступа к кредитам. Я вот читал, в Министерстве экономики есть такая программа «25 шагов экономического развития Абхазии». И там у меня вот интересная мысль была такая, что есть такие подходы, чтобы кредитовать население, которое живет на селе, то есть беспроцентный кредит им выдавать. И, в принципе, может еще и речь идти о сельхозбанке. Вообще. Залог? Но здесь на самом деле залог это уже в этом отношении, наверное... Мне могут, в принципе, они мне могут дать беспроцентный кредит, но если у меня нет залога, а мой сельский дом не принимает в качестве залога, согласен, то я его просто не получу. Согласен. То есть здесь нужно будет эти все моменты учитывать, где-то, наверное, пойти навстречу, потому что, прописать это все тоже, потому что я понимаю, что все-таки банк определенный риск испытывает, а тогда как нам развивать тоже сельское хозяйство? И на мой взгляд, если, например, сельхозбанк появился бы, там по поводу залога, о чем ты говоришь, я думаю, в принципе, можно найти тот механизм, где его можно было бы упростить и людям выдать те или иные кредиты, и вообще пойти дальше, и не навязывать нашим людям, которые занимаются сельским хозяйством, какие им саженцы привезти, какую культуру выращивать. То есть я бы в этом отношении как-то отпустил их в такое легкое плавание, где они сами бы понимали, что им выращивать и какую культуру. Они уже в 25-летнем легком плавании, от легкого плавания. Надо все-таки направлять немножко, да. Конечно, государство должно направлять, и в целом, если у государства нет программы на селе, которую они реализуют, к сожалению, они в легком плавании. Спасибо, друзья. Спасибо большое. Ваши позиции, в принципе, ясны на эту тему. Мы много времени на нее потратили, поэтому я могу вам предложить уже перейти к так называемым дебатам. Если у вас есть вопросы друг к другу, то пожалуйста. Честно говоря, не знаю, насколько это правильно, насколько это корректно, но, тем не менее, если в виде вопросов, вообще-то то... предполагается, давайте. Давайте тогда так, если предполагается. Мамука, я знаю, что ты, если я не ошибаюсь, член партии тоже, да? Апсна. Да, Апсна, которая недавно создалась, и в целом я даже был приглашен и участвовал, был на учредительном собрании. К сожалению, на учредительном собрании мне не совсем стало понятно, на какой базе, на какой платформе, с какой главной идеей создалась эта организация и вокруг чего, какой концепции или, может быть, главная идея живет эта организация. Мне показалось по составу, что это в основном на 90% это чиновники высокого уровня, но тем не менее что-то же должно было объединять. Какая главная объединяющая мысль есть внутри вот этой партийной организации? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, я представляю партию Апсне. У нас, к сожалению, по закону перерегистрация партии, поэтому я не мог выдвигаться от партии, поэтому инициативная группа. Что касается вопроса, на самом деле, не знаю, каких ярких чиновников ты говоришь. В принципе, идея партии была, когда создавалась партия, что вокруг себя собрать молодых, идейных, перспективных людей. И, естественно, решать те или иные вопросы, которые у нас в государстве, в нашем обществе появляются. Бывает очень много острых вопросов, бывает и неострых вопросов. То есть... там какая-то главная идея, вот ради чего группа единомышленников собралась, создала политическую партию. Она же должна была быть. Потому что по такому принципу, ради хорошего, давайте соберемся, не знаю. Есть главная идея какая-то? Что-то мне подсказывает, что оно вряд ли будет отличаться от идей других партий, в том числе от Айнар. Нет, я, кстати говоря, готов по идеям партии Айнар пройтись.
без проблем. Так, ну вот давайте, Роланд Анатольевич. Ну, на самом деле, я что хочу сказать. В принципе, ну, какая главная идея? Главная идея, наверное, у нас у всех, вне зависимости, какой мы партии, задача одна. То есть это построение нашего независимого государства, естественно. Но просто подходы и... Вот, какие пути да, подходы, естественно, и видения разные. Например, что касается нашей партии, я же еще повторю эту мысль еще раз. То есть, когда меня приглашали, мне тоже было интересно вступить там в ряды этой партии, я тоже спрашивал, а кто, почему, как это все создается и куда мы идем. То есть мне сказали, что вот все-таки надо опираться на ту молодежь, которая сегодня, вот подрастающее поколение, которые сегодня не имеют никакого опыта, может, в политических делах, но нужно, то есть преемственность поколений, то есть нужно воспитывать. И мне как-то это импонировало, то есть и я там был, и не раз свое мнение, видение говорил на те или иные проблемы, которые возникают в нашем обществе. То есть в этом отношении... То есть это больше такая площадка для реализации, да, самореализации молодого это площадка, поколения. То есть чтобы мы увидели новые лица. А почему бы и нет? То есть те лица, которые переживают, болеют за нашу страну. Боже мой, я не отрицаю идею, почему нет такого. Нет. Спасибо большое, Роланд Анатольевич. Если у вас есть вопрос, вы тоже имеете возможность. Да, у меня такой тоже простой, легкий, скромный вопрос. Нет, я очень рада, что у вас есть вопрос. Я, кстати говоря, вот насколько мне известно, Айнар в свое время был... Простой, легкий, КВНовский, наверное, вопрос. Нет, не КВНовский. КВН потом. Насколько мне известно, Айнар, вначале, да, вы заявляли о себе как экспертный, независимый экспертный клуб, да? И насколько мне тоже известно, повторюсь, извините за тавтологию, что где-то там я читал, что вот все-таки вы были против, чтобы потом преобразоваться в партию, а потом все-таки вы стали партией. Почему это произошло и с чем это связано? С большим удовольствием отвечу. На самом деле фонд экспертного содействия Айнар, он существует. Но существует еще и политическая партия Айнар. И та часть фонда, которая не все перешли в партию, и та часть экспертного фонда, которая занималась экспертной деятельностью, она осталась в фонде. И я на съезде это говорил. Но, к сожалению, для того, чтобы реализовывать те идеи, которые возникают в рамках экспертного сообщества, я, может быть, не самый великий на свете эксперт, но, тем не менее, какой-то научной деятельностью занимались. Небольшие социологические исследования, пытались моделировать саму политическую модель, пытались посмотреть, как она будет. В том числе проводили небольшие конкурсы. То есть экспертная часть там осталась, фонд экспертного содействия Айнар существует и живет своей жизнью. Другой вопрос, что для реализации тех идей и задач, к которым приходит маленький экспертный круг, к сожалению, без просто сидеть и писать, рассчитывая на то, что кто-то, какие-то политики там это организуют, не приходится, потому что на протяжении там, от поколения к новой власти к следующей, опять к следующей, я, по крайней мере, вы поняли, я, по крайней мере, активных подвижек в эту сторону партию? Не вижу, но и поэтому мы решили сами заняться, часть из нас решила сами заняться партийным строительством для того, чтобы, может быть, реализовать свои идеи самим. А уже быть на смотре решения организации партии мы принимали там в 2014-2015 году, в тот момент, в том числе на парламентской площадке активно обсуждалась вот эта смешанная форма или же полностью партийная форма, что нам, возможно, от экспертной площадки не позволяло перейти, там могла получиться ситуация, что мы вообще оказались бы за гранью политического процесса, законотворческого. Поэтому было принято решение мы не реорганизовались, фонд остался, а организовали саму партию для того, чтобы реализовывать эти задачи. Все, спасибо большое. Спасибо, друзья. У нас, по-моему, еще остается времени. Если позволите, я тоже хочу задать вам кое-какие вопросы. В смысле, больше вопросы не будем тянуть? Тянуть не будем. Нет, давайте, какая разница. Если позволите, да, уже есть просто такая часть такая вопросы от ведущего. Я бы хотела поговорить о проблемах того округа, который вы представляете, о проблемах нового района. Ну, наверняка вы проводите встречи с избирателями. Вот что их волнует? Ну, я, конечно, понимаю, о чем вы сейчас будете говорить, но мне вот интересно, что вы им отвечаете, как вы, как депутат, можете им помочь? Ну, я уже депутат, и поэтому в данном случае с этими проблемами, в принципе, уже знаком по форме. Но хочу вам сказать, что на новом районе, там мои родители, одни из первых поселенцев, которые поселились на этом районе, это там 78-79 год. И я там не то что сознательно, а вообще даже не бессознательную часть своей жизни провел там.
И ходил, в детский сад там ходил, в школу там ходил. В целом 37-40 лет жизни в этом районе, конечно, проблемы, как и во всех городах, они одни и те же проблемы. Везде можно не жить на новом районе, но знать проблемы нового района, потому что это в основной массе подвалы затопленные, которые во всех городах, везде, где есть многоэтажные дома, это затопленные подвалы, которые от них спаса нет. В том числе электрические щиты, которые бывают в этих подвалах, параллельно это проблема с электричеством. Это крыши домов, которые, вы знаете, какие часть домов крыши была заменена в свое время, но, к сожалению, они теперь по форме такие, что часто приходят в негодность, и все время проблемы с этими крышами. Новый район – это самая густонаселенная часть не то что города, Абхазии, судя по всему, потому что самая большая плотность населения именно в новом районе. В силу того, что там много многоэтажных домов, и в городе, в моем представлении, живет порядка 60-70 тысяч человек. Что вы им говорите, Алмаз? Вот скажите, пожалуйста. Если я вам пообещаю, что я вам сейчас сплошняком асфальт положу и трубы сделаю, к сожалению, это будет, скорее всего, неправдой. Поэтому я стараюсь говорить, это нескончаемое количество проблем, стараюсь говорить, что я обязательно, я слово даю, что буду стоять рядом. Может быть, не по каждой проблеме, но там, где я буду нужен, я обязательно буду стучаться во все двери, которые можно стучаться. Спасибо, Ролан Анатольевич. Да. Можете не перечислять все проблемы. Я коротко скажу. На самом деле, живу с 2000 года в новом районе. И на встречах, естественно, в принципе, население понимает, что основные функции там, кандидата, а в будущем депутата, это законотворческая деятельность. Но я говорю, что интересы округа буду защищать. То есть те проблемы, которые возникают, вот Алмаз перечислил, но там реально очень много проблем рядом, совместно, то есть если мне доверят, естественно, такую честь представлять новый район в парламенте, то есть я рядом с жителями буду стоять и отстаивать те проблемы, которые сегодня есть. А вообще, на мой взгляд, если говорить коротко, по новому району нужно выработать отдельную программу развития именно нового района, то есть на государственном уровне, потому что вот жителей очень много, к сожалению, парк у нас один, и то недоделаны, хотелось бы его доделать, то есть привести в надлежащее состояние и улицы, и крыши, как Алмаз говорит, и дороги, и, соответственно, все коммуникации. Но поэтапно, естественно, проблем реально там очень много. Но когда мы говорим, что мы рядом с вами, конечно, жителям становится теплее. Но насколько теплее, покажет время. Но я бы чуть-чуть дополнил, вот это буквально, чем бы депутат парламента реально мог помочь округу. Конечно, первоочередная работа это законотворчество, но тем не менее, даже раз в несколько лет у депутатов тоже появляется возможность прямо повлиять на вот эти вопросы. Например, мне посчастливилось в 2014 году попасть в момент, когда обсуждался инвестиционный план. Это крупный план помощи российской стороны, который распределяют вот, как бы по секторам, даже по... В этот момент с помощью моих там, коллег, и в том числе односельчан, по тому округу, в котором я избирался, крупные какие-то вещи, они решились. Наконец, там в Моквах, например, на Часовходе появилась вода. 25 лет там проблема с водой, она ко мне появилась. В Чулоу 30 лет уже нет воды. Ну, была вода, но в ужасном состоянии трубы. Школа, которую, скорее всего, начнут уже в этом году. То есть вот раз в несколько лет есть возможность повоевать. Вы смогли вот повлиять? Нет, я не про помочь. То, что смог. Раз в несколько лет в момент обсуждения вот этих вопросов у депутата парламента появляется возможность вот крупными кусками побороться за свой округ, какие-то крупные вещи. Друзья, у меня есть еще коротко один... можно скажу. На самом деле там еще есть замечательная такая вещь, где вот в новом районе есть представители местного самоуправления. То есть с ними в тандеме, вот, например, Тимур Аршба, вот он по нашему округу, откуда мы баллотируемся. Очень живой депутат. Да, очень живой, то есть, и насколько мне известно, решает те или иные проблемы, которые возникают. То есть, один из нас, который станет депутатом, то есть, может взаимодействовать с депутатами местного самоуправления, и тогда, я думаю, вопросы легче будет решать. Спасибо большое. Друзья, я думаю, совсем вот коротко, но я думаю, что у нас есть повод поговорить вот об этой теме. Алмаз Северянович, я думаю, вы мне не дадите ошибиться, что сегодня в парламенте на последней сессии как раз был принят в первом чтении закон об оружии. Об обороте оружия. Вот ваши отношения вообще к оружию, к обороту оружия, и коротко, если возможно, я хотела, чтобы вы высказали вообще, какие ограничения нужно сделать и нужно ли это вообще делать.
Я, наверное, начну с своей точки зрения. Что касается вот оборота оружия, например, когда-то в обществе были такие мысли, там, изъять оружие там, у населения. Я, например, против таких действий. Надо это все вот узаконить, упорядочить. Во-первых, надо определиться, гладкоствольное оружие, нарезное оружие. Почему, например, если наши резервисты, да, понятно, у всех это боевые, там, автоматы и все остальное, почему их не зарегистрировать? Почему не знать, какое количество у нас оружия зарегистрировано официально? То есть я к этому отношусь довольно-таки спокойно, если каждый гражданин, патриот, а тем более у нас к оружию очень такой подход испокон веку, то есть почему не зарегистрировать свое оружие? То есть потом и правоохранительной системе, там, органам тоже будет легче, да, если где-то что-то произошло вдруг, мало ли. Откуда это Ваша все? позиция понятна, спасибо большое. Это, я немножко по-другому тема? отношусь к этому делу. Я объясню. Закон об обороте оружия я вижу исключительно в связке с законом о резервистах. Проблема, мне кажется, самая большая в том, что мы маленькая страна, малонаселенная, с активными военными угрозами. Оттуда начинается вопрос оружия. И мы, к сожалению, не можем содержать крупную армию, которая может постоянно быть в боевой готовности. Это крупные затраты финансовые, это большое количество населения, которое нужно отрывать от других дел. И нам единственная форма, мне кажется, которая нам подходит, которая в том числе у нас была послевоенный период, но тем не менее мы систематизированно должны к этому подойти, это армия милиционного типа, по типу Швейцарии, по типу Израиля, где все население является резервистами, где человек проходит ежегодно, находясь в советская форма, вот где 20 лет назад я ходил в армию, мне сегодня 40 лет, 20 лет назад я не помню, что там было. Не вот такая форма, а где люди все время являются, постоянной ротацией находятся по отношению к государству, и где государство имеет возможность не на контрактной основе, а на постоянной основе эти резервистов использовать сперва в учениях и в случае необходимости в боевых действиях. Закон об обороте оружия нужно рассматривать параллельно с этим законом. Я так это вижу. Значит, в то же время, если не будут параллельно существовать закон об обороте оружия, эти люди должны владеть этим, эти резервисты должны владеть оружием для того, чтобы в случае необходимости они максимально быстро, уже подготовленно могли выходить. И, конечно, оружие должно иметь на руках только то население, которое подготовлено и на которое в случае войны государство может рассчитывать как на защитников. Спасибо большое, друзья. Основная часть нашего эфира на этом закончена. И в заключении у вас есть по 1 минуте для того, чтобы обратиться к своим избирателям. Роланд Анатольевич. Спасибо. Уважаемые жители нового района, никогда не думал, если честно, что буду так обращаться к вам в этом ключе. Но призываю вас 12 марта прийти и выполнить свой гражданский долг, проголосовать. Проголосовать так, как вам подсказывает ваш разум, ваше сердце. И это сделать все осознанно. Ну а с нашей стороны мы, наверное, в первую очередь должны показать и проявить не только нашей стране. К нам будет очень приковано большое внимание и со стороны России, и со стороны зарубежной прессы. Поэтому хотелось бы, чтобы выборы во всей стране состоялись. Спасибо большое. Алмаз Северянович. Если позволите, я на абхазском. Хатырцгу суважлар. Я хотел глаза, что он ткарит глаза, что хинзаку ждирует сейчас мхарги, ждирует ай беши елгешти, а глаза, что шмаря макар и лахкар бхаб. Аси хочу он ткар, قمنا يسنجي حزت وشرط الكرة يا خاكم زروت وتروم زروت واشتخ سسبيانا قد زم يا خا حزت قلام ت زجيري تشوب فأخا دار شرط الكرة دار خنق راح تخوب دار خلب راح تخوب بريتو خلا يا خازش بجيز اشتازوش خطالة ما ممكن يصير حبجار حقهم كان يا خاز شو بجيز اشتو زشتو وا يجوخ كوار رنبيا نشتو تحلقين زاد شيء تشقوش حلقين زاد نشتو أسيب شفرت ركوزمو فنتكرر خوش يقوم وارنب يا نشالر أيكم محصلت القوات فنترق تخب قلار على تقوش بتروين تقلو برزن دار سزلشوحو دار شخش خدسنا يتشو وجلار يروح شرح يلرجنا وجه نقوم متصار يخيب زالك بس شزنير بس شزنقرت يتوب يدودزن يتوب يدودزن ويزشا أكتشارك شزيجس شويد آخر كرتشم أقرب سو احتلي خبشتشا سرا مكان أبزيرز حشاس حزم شريحة ريحة يكشوت بتركاشتخ أنا يسبي إشيا شويتسو أي فيرجم